Добрый день, дорогие наши участники круглого стола «Матери в истории развития Якутии». В этом году, 2022 год, главой республики Арсением Сергеевичем Николаевым объявлен годом материнства, год матери. Мы сегодня благодарим за организацию круглого стола Национальную библиотеку под руководством Саргаланы Васильевны Максимовой. Благодарим Анжелику Егоровну Андрееву, Союза женщин Якутии, председателя Союза женщин Якутии. И сегодня здесь собрались все активисты женского движения, кому не безразлична судьба подрастающего поколения, что мы оставим для своих юных будущих поколений, историю матерей. И сегодня мы поговорим об этом. И первое слово, конечно, предоставляется сегодня Анжелике Егоровне Андреевой. Сегодня в этот прекрасный день, 28 октября, день рождения нашей уважаемой Светланы Ефимовны Николаевой. И получается, что сегодня круглый стол посвящается государственному и общественному деятелю Светлане Ефимовне Николаевой. Ведь мы все здесь сидящие работали вместе с ней. Под ее руководством все матери женщины работали во всех аспектах народного хозяйства. И они все отличались трудолюбием, любовью к своей родине. И они впитывали патриотизм с молоком, своим молоком они впитывали в патриотизм в своих детях. Они воспитывали их, чтобы они любили свою родину. И Светлана Ефимовна на стыке двух веков была большим пропагандистом здорового образа жизни, была пропагандистом крепкого семейного счастья, была пропагандистом образования народа, была пропагандистом, идейным вдохновителем в развитии духовности нашей республики. Итак, мы слушаем Анжелику Егоровну. Спасибо. Уважаемые члены Союза женских организаций, наши женщины, активистки. Действительно, мы с вами живем в динамично развивающийся мир, и нам не так часто приходится собираться и проводить действительно нужные и важные мероприятия, круглые столы в этом прекрасном зале, в историческом зале Национальной библиотеки. Здесь мы с вами проводили очень много круглых столов, и я думаю, что именно сегодня вот наше мероприятие, наш круглый стол, мы сделаем видеозаписи, и обязательно все выступающие будут выступать, и все мы сможем уже увидеть в Ютубе, чтобы все-таки наш динамично развивающийся мир, каждый мог высказаться, выступить, и затем мы могли это передать уже будущим поколениям. В этом году женскому движению Якутии исполнилось 97 лет. Женские организации создавались и работали всегда во благо материнства, отцовства и детства. И мы все с вами помним, 8 марта 1925 года первые якутские женщины собрались для решения важнейших вопросов и проблем в республике. Истории женского движения наши женщины решали важнейшие вопросы и проблемы республики, объединялись, чтобы способствовать ликвидации безграмотности в 1925 году, создавали предпосылки овладения высотами науки, культуры, добивались строительства детских садов, школ, больниц и многое другое. Именно женщины стояли, чтобы изменился наш мир, и наша общая идея – это стремление к благополучию и рассвету нашей республики и страны в целом. Женщины той новой Якутии стали той самой наступательной и созидательной силой, которая вселила надежду и уверенность в людях, преодоление трудностей на пути к строительству, к другой жизни. Они были первыми, смелыми и решительными. Их вера в себя, в людей, в планы руководителей республики поддерживали желание выстоять и добиться успеха, несмотря на все обстоятельства и препятствия, которые существовали. Они жили мечтой о лучшем будущем для потомков. В Якутии женский отдел был создан по решению Якутского бюро
партии в 1920 году и возглавила ее одна из первых местных коммунисток Вера Семеновна Синеглазова. Женщины проводили обследование квартир, общежитий, детских приютов и садов. Предметом особой заботы были детские учреждения. В трудные годы борьбы с контрреволюцией женщины с оружием в руках защищали советскую власть. На первой беспартийной конференции работниц и крестьянок Якутского уезда, которая состоялась в 1921 году, обсуждали вопросы охраны материнства, детства, а также организация предстоящего Всеякутского съезда женщин. Главный вопрос повестки дня были основные задачи по восстановлению народного хозяйства, высоко обозначена государственная заинтересованность в женских рабочих руках. Учитывалось, что официально еще не был в то время отменен Колым. Участие женщин в общественно-политической жизни, преобразовании экономики, культурном строительстве способствовало их духовному росту, создавало предпосылки для владения высотами науки, культуры. Среди делегатов были матери выдающихся руководителей Платона Алексеевича Аюнского, Евдокия Ивановна Слепцова, Александры Овчинниковой, Мария Андреевна Яковлева-Овчинникова, академика Мария Федоровна Охлопкова. Тогда, в 1925 году, это знаменательное событие впервые в истории Северного края женщин заявили о своих правах, о равноправии, ведь шла речь действительно о раскрепощении. Имена выдающихся якутянок навеки в памяти народной, предназначение которых на самом высоком посту. Это председатели Президиума Верховного Совета, которые работали во благо родной республики, во благо семей, материнства, укрепления государственности. Это Софья Петровна Сидорова, Мария Дмитриевна Нартахова, Александра Яковлевна Овчинникова, Евдокия Николаевна Горохова и Юлия Николаевна Григорьева. И в партийной номенклатуре за историю советской власти в Якутии это Анастасия Петровна Данилова и Светлана Ефимовна Николаева были выдвинуты на должность секретаря обкома партии по идеологии и пропаганде. Второй республиканский съезд женщин состоялся через 25 лет, только в 1950 году. Это была уже совсем другая страна. За период между съездами произошли значимые события: индустриализация страны, сплошная коллективизация в СССР, победа советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне, восстановление разрушенного народного хозяйства – это мировая держава. Но для успешного дальнейшего продвижения необходимо было приложить усилия, организовать народные массы для решения новых задач. Конечно же, немаловажную роль играли женщины, завоевавшие передовые позиции в здравоохранении, просвещении, в других областях жизни. Съезд избрал председателем Республиканского женского совета доктора, к тому времени имеющий значительный опыт руководящей работе в медицине на уровне городского совета народных депутатов, организатора районной больницы в Мигино-Кангаласском районе, главного врача Республиканского детского костно-туберкулезного санатория Татьяну Порфирьевну Дмитриеву. Она возглавляла женское движение в течение 19 лет. Пятый республиканский съезд женщин Якутии проходил 8-9 апреля 1969 года. Время требовало участия женщин в решении широкого круга вопросов, связанными с промышленным освоением Севера, экономикой, торговлей. Председателем Республиканского женского совета избрана Александра Тихоновна Корнилова, уроженка Алекминского района, заместитель председателя Совета министров ЯССР. Свой профессиональный опыт Корнилова передавала всем, кто с ней работал в решении вопросов торговли, транспорта, местной промышленности. Она проявила подлинный талант государственного деятеля. В этот период на высшем уровне нашей республики в Верховном Совете депутатами являлись 64 женщины. На выборах в местные советы депутатами избраны 4683 женщины Якутии. Шестой республиканский съезд Якутии проходил уже в 1974 году. Председателем Республиканского женского совета была избрана Секлитея Алексеевна Курчатова, уроженка Алекминского района, председатель Госкомитета по телевидению и радиовещанию при Совете министров ЯССР. В годы ее общественной работы усилилась социальная поддержка ветеранов, многогранной стала их культурная жизнь. За значительный вклад в развитие женского движения одна из первых награждена почетным знаком Софьи Сидоровой, орденами Трудового Красного Знамени, знака почета.
9-й республиканский съезд Якутии проходил в 1991 году, на котором принято обращение участниц ко всем женщинам Якутии о стабилизирующей гуманной роли женщины в обществе. Председателем Республиканского женского совета была избрана Светлана Ефимовна Николаева, уроженка города Якутска, секретарь Якутского Сахареспубликанского комитета Коммунистической партии РСФСР. На 10-м съезде женщин Якутии уже в 1995 году она вновь избрана лидером Союза женских организаций Республики Саха-Якутия. 90-е годы для страны, для республики были сложными. Все принципиально поменялось. Экономика, изменился уклад жизни. Именно в эти годы был создан Союз женских организаций Республики Саха-Якутия. Принят устав, вокруг которой объединились преданные общественному движению люди, и многие женские общественные организации стали ее членами. Женщины Якутии выступали за сохранение национального гражданского согласия, за суверенитет, за главный путь развития региона. В это время шла братоубийственная война в Чечне. Поэтому, понимая чувства матерей, женщины Якутии обратились к президенту страны о прекращении войны. Светлана Ефимовна за вклад в социально-экономическое, общественно-политическое и культурное развитие Якутии награждалась орденом «Знак почета», медалью Монгольской Народной Республики, медалью за трудовую доблесть, почетным знаком Софьи Сидоровой, награждена памятной медалью Союза женщин России. 11-й съезд женщин состоялся в 2001 году. Председателем Союза женских организаций была избрана Валентина Ивановна Кириллина, уроженка Верхневилюйского улуса, председатель комитета родителей солдат и матросов, директор департамента по охране генофонда народов республики. Одним из приоритетов Союза женских организаций стало обеспечение преемственности поколений в женском движении. На улусном, поселенческом уровне активизировалось женское движение, создавались общественные объединения женщин по интересам, проблемам, существующие в обществе. Деятельность женских организаций основывалась на сотрудничестве с органами власти. В эти годы активизировалась работа по воспитанию молодого поколения, активистов женского движения. Много внимания уделялось повышению компетентности женского актива. Была организована работа женского общественного университета, Академии женского лидерства. Впервые в истории были учреждены гранты правительства Республики Саха-Якутия для женских советов. 12-й съезд проходил в 2006 году. 13-й съезд у нас проходил в 2011 году. Валентина Ивановна была повторно избрана председателем Союза женских организаций. И 14-й съезд женщин Якутии у нас проходил, вы помните, в 2016 году. И наш 15-й съезд прошел в этом году, в марте месяце. И хотелось бы сказать, что женские движения в Якутии сегодня пришло молодое новое поколение. Разница в возрасте составляет не 1 десяток лет. В обществе растет запрос на участие женщин во всех сферах жизни. Новая реальность современности, цифровизация, деятельность общества. Якутянки в полной мере осваивают новые технологии, платформы и дистанции не являются ограничением. Продолжается работа, ранее начатая предшественниками по реализации национальных проектов в рамках социальных программ, рассмотрению вопросов о выравнивании социальных возможностей мужчин и женщин, формированию кадрового резерва из числа на государственную муниципальную службу путем разработки программы по подготовке, переподготовке, грантовой поддержки деятельности общественных организаций, путем создания ресурсного центра при Союзе женских организаций Республики Саха-Якутия. Большое внимание уделяется воспитанию молодого поколения активисток женского движения. Продолжается традиция, начатая в 2002 году по проведению форума девушек-лидеров. Сегодня в республике реализуются и существуют меры социальной поддержки семей с детьми. Внедряются новые меры поддержки, направленные на стимулирование сохранения и повышение рождаемости. Благодаря принимаемым мерам демографическая ситуация в республике улучшается. Женщины реализуют проекты в области социального предпринимательства, особенно в сферах дошкольного, дополнительного образования, культуры, оказания социальных, юридических, психологических и иных общественных услуг. Женщины активно участвуют в управлении республикой. Отмечается огромная роль женщин Якутии во всех отраслях социально-экономической жизни. Самоотверженный труд медицинских работников в период распространения коронавирусной инфекции распоряжением правительства был утвержден Координационный совет. Реализуется национальная стратегия действий в интересах женщин. Среди основных направлений регионального плана определены мероприятия по созданию условий для сохранения здоровья женщин всех возрастов, улучшения экономического положения женщин.
профилактике и предупреждению социального неблагополучия и насилия в отношении женщин, расширение участия женщин в общественно-политической жизни. Сегодня мы продолжаем ту работу, которую начинали наши предшественницы. И хочу сказать, что сегодня в сложных условиях, в геополитических, мировых условиях наша Россия находится действительно на новом этапе своего развития. И мне бы очень хотелось, чтобы наши женские организации, как и в трудные времена раньше для страны и для республики, объединились. И сегодня мы должны усилить работу наших женских советов на региональном уровне в Республике Саха-Якутия, на районных уровнях и на наследных уровнях. Потому что сегодня я не зря зачитала доклад об истории женского движения. И хочу сказать, в самые трудные минуты именно матери, женщины всегда стоят в защиту семьи, детства. И хочу сказать, что сегодня работа в координационном центре по мобилизации действительно очень сложные времена. Но несмотря на это, я хочу сказать, вчера тоже у нас состоялась с Союзом женщин России, президиум Союза женщин России, и также состоялась телемост с проектом «Женское движение Единая Россия». И как раз были приняты решения, чтобы на уровне Российской Федерации объединились все женские организации, женский депутатский корпус всей России, значит, женщины-предприниматели и Союз женщин России, женщины-общественницы для решения тех сложных задач, которые сегодня стоят. Сегодня мы в первую очередь работаем и должны уделить внимание семьям, отцы которых сегодня мобилизованы. У нас наши ребята подразделяются по 3 направлениям. Это наши сыновья, братья, это контрактники первое, второе это добровольцы и третье это мобилизованные. То есть мы должны сегодня больше уделять время тем семьям, оказывает им помощь. Конечно, государство им сегодня помогает, выделяет средства, материальные средства, но мы, как общественное объединение, должны оказывать, наверное, больше моральную поддержку. И сегодня уже разрабатываем план выезда в районы, в города нашей республики, чтобы встречаться с матерями, женами и оказывать им поддержку. И хочу, чтобы сегодня наш круглый стол прошел на хорошем уровне, заслушать все доклады, и по итогам, по вашим предложениям, мы обязательно примем резолюцию нашего круглого стола. Спасибо за внимание. Глядя на подготовленную видеоряд Национальной библиотеки, приятно было посмотреть на всех наших исторических женщин, которые на своих плечах держали путь жизни Якутии и всегда были в эпицентре всех событий республики. Мы все прекрасно знаем, что индикатором развития любого региона является средняя продолжительность жизни. В последние годы мы всегда гордились тем, что у нас и рождаемость высокая, и смертность стала ниже, но в сегодняшний день эти показатели у нас уже, конечно, трещат по швам, но сегодня Родина зовет. И 2022 год Арсением Сергеевичем Николаевым указом президента был объявлен годом материнства. И многие улусы, районы поддержали это и в своих районах также объявили год семьи и большое внимание уделяли образу жизни, здоровому образу жизни своего населения. В последние годы в нашей республике набирает обороты общественной организации, которая родилась от общественной организации «Матери России» в нашей стране и возглавляет наше движение «Матери России» Прасковья Петровна Борисова. Пожалуйста, Прасковья Петровна, вы тоже часто выступаете, и прошу вас занять место, сделать доклад. И в этом году... Информацию, пожалуйста, да. И выступление ваше. Сегодня в нашей национальной компании «Саха» идет новая программа сентября месяца ИЛГЕ. Что такое ИЛГЕ, нам следующая выступающая скажет.
скажет, это ее предложение назвать, это благодать. И автором идеи является Прасковья Петровна, и мы до конца года каждую субботу в 10 вечера транслируем программу «Иге», где показываем наших достойных женщин в истории развития Якутии. Пожалуйста, Прасковья Петровна. Юбилейных событий – это 390-летие вхождения в состав Российского государства и столетие образования Якутской автономной Советской Социалистической Республики, то есть обретение государственности республики. И на определенных исторических этапах развития родного края, особенно в 20 веке, роль женщины, матерей занимала особое место. Заслуга их была огромной. Они рождали и воспитывали лидеров республики, известных героев, защитников Родины, отдавших жизнь на алтарь победы над врагами Отечества, великих тружеников, создавших устойчивую, развивающуюся экономику, известных ученых, артистов и других известных личностей. Республика богата многодетными матерями и, конечно, своими матерями, героинями, родившими 10 и более детей. Кроме всего, многие матери сами достигли очень высоких показателей во всех сферах социального, культурного и экономического развития Якутии. И для увековечения имен многих из них своими силами Общественная организация «Матери России» создали экспозиционный зал «Материнская слава Якутии». Музей, как мы его коротко называем, своим содержанием уже привлекает внимание представителей разных поколений. И целью создания этого экспозиционного зала является духовное и нравственное воспитание подрастающего поколения на примере жизни и деятельности выдающихся женщин, матерей республики. Ну и сегодня, конечно, перед нами все, наверное, в этом музее были, не раз, наверное, уже бывали. И сейчас стоит задача еще расширить список и экспонатов музея, связанных с благородными именами достойных наших матерей. К этому мы призываем вас всех, потому что этот музей является не только нашим общественным музеем, этот музей должен объединить всех нас вокруг имени матери, вокруг имени женщины и стать таким центром именно воспитания нашего духовного нравственного отношения нашего подрастающего поколения. И, конечно, мы в этом музее хотели бы собрать воедино всю информацию о наших достойных матерях, которые внесли именно большой вклад в социально-экономическое развитие Якутии, о наших матерях-героинях, о наших матерях, которые удостоены звания мать-героиня не только республики, но и мать-героиня уже сейчас Российской Федерации, о наших матерях, удостоенных высшей благодарности матери и, конечно, материнской славы первой, второй, третьей степени. И вот эта информация вся, конечно, сейчас с нами это собирается в один такой портал, и мы над этим еще работаем. Есть еще у нас такой один проект, который привлек внимание всей нашей общественности. Это проект, который называется «Бессмертный материнский подвиг». Этот проект был собран на основе документальных, архивных документов, воспоминаний о матерях, которые отправили своих сыновей сражаться в годы Великой Отечественной войны. Какую утрату они понесли, но выдержали и продолжали жить ради памяти своих сыновей, ради своих героев. И мы сегодня тоже обращаемся к этой теме, потому что этот проект очень актуальный еще в связи с тем, что сейчас вот во время мобилизации эта тема очень актуальной является, и потому что все мы знаем, что война всегда несет потери. И, конечно, мы всегда, матери, в первую очередь несем потерю, это мама, да, которая родила, направила в годы войны своих сыновей, она всегда будет первой, которая понесет эту потерю. И наша задача была вот именно показать роль матери, какое они имели мужество именно направить своих детей, не жалея своих самое родное, своих сыновей ради победы. Этот проект у нас был задуман в 6 улусах. Это
в Амгинском, Верхневилюйском, Нюрбинском, Алекминском, Тампонском и Хангаласском. И в этих 6 улусах была проведена большая поисковая работа по установлению имен матерей. В этой работе приняли участие участники движения «Матери России», работники музеев, архивов, ветераны наши и население, и главное, это наши школьники. И, конечно, всего в проекте «Бессмертный материнский подвиг» приняло участие 3021 человек. И этот проект дал возможность восстановить историческую память о подвиге 1151 матери из Якутии, которые направили в годы войны самое дорогое – это своих сыновей. Из этих матерей одна мама направила на войну 9 сыновей. Это мама из Нюрбинского улуса, которая направила 9 сыновей и вернулось только 2. 7 сыновей, по 7 сыновей отправили 2 матери. По 6 сыновей отправили 7 матерей. По 5 сыновей отправили 7 матерей. И по 4 сына отправили 50 матерей. По 3 сына отправили 109 матерей. По 2 сына 216. И по 1 сыну 665 матерей. Это все данные, которые мы выявили только в 6 улусах республики. А если возьмем всю республику, то здесь выйдет, конечно, колоссальная цифра. Это величайший подвиг матерей, который ранее не был широко поднят и освящен в печати. И в рамках проекта было подготовлено 100 портретов матерей, которые направили и потеряли на фронтах войны своих сыновей. И также транспарант размером 5 метров на метр с надписью «Бессмертный материнский подвиг». И с этим транспарантом, и с этими портретами мы приняли участие в этом году на параде Победы 9 мая в городе Якутске в составе бессмертного полка. Конечно, это было очень такое волнующее мероприятие, и матери и наши участницы, которые несли эти портреты, они несли всю такую ответственность, да, что именно я вот такую маму несу, чтобы показать, что она направила в годы войны 7 своих сыновей, 6 своих сыновей, 5 своих сыновей. Это, конечно, большой материнский подвиг. В 2016 году на 14-м съезде женщин Якутии Якутское региональное отделение внесло предложение в адрес правительства республики и главы республики об учреждении в республике звания «Мать-героиня». В 2017 году указом главы республики такое звание было учреждено, и сегодня у нас в республике 25 мать-героинь, которые достойно носят это высокое звание. И вот очень отрадно, что и это звание «Мать-героиня» сейчас учреждено и в Российской Федерации. 150 матерей носят высокое звание, то есть удостоены знака материнской славы 1, 2, 3 степени. И очень отрадно, что сейчас наше население, родственники матерей-героинь, при поддержке наших муниципальной власти, общественных организаций очень много возводят скверов, памятников, бюстов, стел, посвященных нашим матерям. Все это говорит о той движущей силе матери, о той высокой роли матери, которую мы сейчас это знаем и чувствуем. Сейчас, по нашим подсчетам, более 50 таких памятных мест, посвященных матерям, есть в наших улусах, в наших наследях. И вот совсем недавно мы в Хангаласском улусе отметили еще открытие одного нового бюста. Это бюст первой матери-героини Республики Саха-Якутии Александры Степановны Припузовой. И сегодня вот это вот замечательное такое мероприятие, которое организовали и родственники, и муниципальная власть Хангаласского улуса, конечно, это говорит о той роли матери, которую они придают вообще в развитии нашей республики. Ну, говоря о наших матерях, конечно, хотелось бы сказать, что
их роль велика в том плане, что они не только родили, да, они еще воспитали. Они воспитали целое поколение наших, которые мы сейчас сами находимся. Они воспитали наших лидеров республики, они воспитали наших спортсменов, они воспитали наших паралимпийских чемпионов, олимпийских чемпионов. Они воспитали наших тружеников, героев труда, героев республики. Сегодня, конечно, мы с благодарностью говорим, это все знак наших матерей. Ну, хотелось бы сегодня сказать, что вот в нашем музее, про который я говорю, есть такой стенд. Стенд посвящен матерям глав нашей республики. Этот стенд всегда привлекает внимание почему-то наших посетителей. Приковано бывает такое большое внимание, много спрашивают, останавливаются, читают. И сегодня я, вот, конечно, вот на круглом столе хотела просто сказать, что, рассказать об одной маме, которая маме третьего президента республики, главы республики Егора Афанасьевича Борисова, Прасковья Ильинична Борисова. Это простая труженица, простая мама, которая воспитала 8 детей, и старшим из них был Егор Афанасьевич. Он в 15 лет остался без отца и был уже как глава семейства, принял на свои хрупкие юношеские плечи всю заботу о семье, в помощь матери. Эта мама, для меня она эталон матери. Эталон такой беззаветной любви к своим детям. Я вот как невестка, старшая, всегда восхищалась ее терпением. Вот 6 мальчиков и 2 девочки. Вы представляете, как вообще воспитывать мальчиков, да? И вот это большое терпение и такая ровная для всех любовь меня всегда поражала. У меня сейчас своя мама жива, но я всегда как-то не сравниваю, но такое вообще всегда у меня гордость за наших матерей, потому что действительно они именно своей любовью, оказывается, делали свой большой материнский подвиг. Семья, конечно, в честь нашей мамы установила 2 премии в Улусе, в Чурапчинском Улусе. 1 премию установили дети Прасковьи Ильиничны, и 2 премию установили внуки Прасковьи Ильиничны. Они сейчас все уже работающие люди, конечно, тоже имеют на это все свои средства, и все складываемся. Да, 50 тысяч 1 премия и 50 тысяч 2 премия. И мы с 2008 года ежегодно учреждаем и награждаем многодетных матерей Чурапчинского Улуса за их выдающиеся такие заслуги в деле воспитания подрастающего поколения, в деле укрепления института семьи. И это, конечно, такая традиция добрая, хорошая, и в честь День матери ежегодно мы выезжаем, представители семьи, и вручаем эти 2 премии. Это стало традиционно, и это стало так незабываемо, и как-то всегда ждут этот праздник у нас в Улусе, в Чурапче, и мы, конечно, сами тоже с большой радостью участвуем на этом мероприятии. Сегодня еще бы я хотела сказать, что о новом нашем проекте, который сейчас сказала Татьяна Афанасьевна, проект ИЛГЕ – это о матерях, это совместный проект с национальной вещательной компанией «Саха» и Якутского регионального отделения нашего движения, который посвящен именно нашим матерям, внесшим большой вклад в развитие нашей Якутии. Здесь и наши руководители нашей республики. Это и председатель Президиума Верховного Совета, и вице-президент республики Евгения Исаевна Михайлова,
В этой передаче также у нас будут показаны и наши женщины-ученые, и наши женщины-матери-героини, например, матери-героини из Амгинского улуса, это Новикова, которая родила, воспитала 11 детей, и еще имеет свою дочь, тоже мать-героиню, Устинова Туяра Петровна. То есть две матери-героини из одной семьи. Это тоже такая редкость, оказывается, но такие семьи, 3 матери-героини. И сегодня мы в этой передаче, конечно, решили отразить, охватить все направления, которые есть у нас в республике. Это ученые, я как сказала, да, и медицинские работники, и педагоги, и обычные женщины, которые родили и воспитали достойно большое количество своих детей. В этом мы видим свой вклад именно в развитии движения, вообще женского движения в республике, показать роль наших матерей, потому что роль их очень большая. Это созидательная, большая сила социальная, которая движет нашу республику, воспитывает наше поколение. И я уверена, что и в это такое сейчас напряженное время наши матери проявят большое терпение, проявят большую мудрость. И, конечно, они всегда будут, хоть это и тяжело говорить, но всегда, думаю, поддержат то направление, которое сейчас проводит наше руководство страны, именно по искоренению нацизма в мире, потому что это, знаете, что такое, да, фашистский нацизм, и который стоит у нас сейчас, живет с нами под боком. Иначе нельзя, иначе не будет мира на этой земле. И, конечно, я считаю, что Владимир Владимирович принял такое правильное решение. Нельзя с таким соседом жить рядом, надо с этим бороться. Я, конечно, призываю тоже всех, тоже наших матерей в это суровое время проявить такое терпение, хотя это и, конечно, больно для наших матерей. Но я всегда вспоминаю матерей тех далеких лет Великой Отечественной войны, которые не пожалели своих сыновей, направили ради победы, потому что миссия мужчины – это защита Отечества, миссия женщины – это рожать, продолжать человеческий род. Вот эти 2 миссии, которые нам даны Богом и природой, и мы их должны и обязаны выполнять. Спасибо за внимание. Программу ИГ я много раз соприкасалась, и, конечно, я не думала, что жена президента обычная женщина, которая любит своих детей. Да? Мы же как-то люди обычно относимся по-другому, да? Думаем, что они совсем другие люди, а у них больше ответственности, больше забот, и они всегда на виду. И вот как Прасковья Петровна отметила, люди обязательно, когда в музей приходят, они все смотрят историю матерей наших руководителей. И, конечно, они восхищаются Марией Михайловной Козловой, мамой первого президента, Ниной Ивановной Петрушенко-Штуровой, матери нашего Вячеслава Анатольевича. Вот Прасковью Ильиничну Борисовну в этом году ей 90 лет было, и я, как выходец из Чурапчинского улуса, тоже была заинтересована, слушала. И я думаю, они, наверное, тоже другая невестка расскажет, мы ее еще не взяли, но они обладатели ордена материнской семейной славы. Вот так. Вот. У них 8 девочек, вы о них много знаете, семью Пестряковых мы тоже будем показывать. Как сказала Прасковья Петровна, эта работа очень огромная. Вроде бы телевидение это красиво, но это производство. Как наш депутат Сандана Владимировна говорила, когда у нас работала, наше телевидение это, говорит, театр оперы и балета и хлебокомбинат. Он должен быть красивым, духовным, но производство должно
для народа идти в любое время суток. Любят ее или нет. Хлеб пекется каждый день, он всему голова, а духовная пища народа – это главная составляющая. Мы же все сейчас ждем новости, да? И сегодня я с радостью предоставляю слово для информации. Ведь увековечивание идет благодаря библиотекам, музеям, журналистам, ученым, да? И сегодня наше мероприятие будет освещать газете Сахасаря Лена Батурская, но мы ей заочно отдаем, она в области едет, в газете Литюмен будет информация, и вот Гаврил Егорович в Ютубе все это вытащит, и сегодня с нами работает на круглом столе единственный личный критик в республике нашей, многодетная мама, доктор филологических наук Варвара Борисовна Окрокова. И когда мы тут собирали ее книги, несколько коробок получилось. Более 70 книг написала эта женщина. Тысячи учеников научила родному языку. Ведь только у нас в Якутии изучается якутский язык, и сейчас, конечно, заинтересованы некоторые ученые за рубежом. И название «Илья» нашей передачи придумала Варвара Борисовна. И многим им поэтессам, по итогам разговоров я узнаю, что, кажется, очень хорошие им псевдонимы освещает Варвара Борисовна. И сегодня Варвара Борисовна нам расскажет об образах женщин, матерей в якутской литературе. И, конечно, я думаю, она обязательно вспомнит свою маму тоже. Я помню, как она справляла столетие своей мамы, ее уже давно нет. И ее дочка, известная журналист республики Ольга Степанова, говорит: мама, я тебе не обещаю, что я буду справлять твое столетие. Вроде бы вначале слышишь, странно, да? А получается так, что она родила дочку в 20 лет, может быть, действительно, столетие Варвары Борисовны, ей будет 80 лет, ну вдруг, как получится, она поэтому говорит, я, говорит, точно не обещаю, но очень постараюсь. А вот Варвара Борисовна память своей матери тоже для своих детей и внуков специально сделала праздник. И для меня это тоже было открытие, ведь, кажется, даже нужно для своих детей и внуков проводить такие мероприятия. И сегодня я прилюдно благодарю за то, что она назвала нашу передачу. Мы вот при Простой Петровне сидели, думали, как назвать, каждому приставали, поэтессам писали. И Варвара Борисовна нам сказала благодать Илья. Вот. Так что Варвара Борисовна, доктор филологических наук, профессор Северо-Восточного федерального университета, о ней тоже передача выйдет, так что слушаем. Оттон саха литературатыгыр ие уобыраһын айбатах поэт хуруячы да хуага болу то детек кии барта иеттен келер кени каз бидик кия ие ген самай чугас оны күндүк кихите ол курдук кени ологу төрөбүт дойдуну төрөбүт тылы бирер олихин ие дойду ие тыл ден этебитте оны аханаты ие кихи ологун туккары бирге хыджар боллайды. Кахан ото этерге дылы ойохоттон дарахсы ханна барар тие кылсап алгына баран хамай эйеха бериниле каханда эйген умнобат курук актары ие болар да кени курук кеяка олон туккары аннял курдук. Олар әрі тұға қаларға кытанақ өз қағана бар қалыбырын еттіққа ие сұрыға оға хүріға тасқа ден тұқырук ұнық болы тұрар. Бұхылақ білен тұрар тоғыде тақам оғалар иелерін өйдәбеттері әлбәқті көстер болайды. Қалыбыры қолкөскей манны кетен тұрардағы бет. Сақа жақтары олыс ураты оғым сақты. Ағым барым мен бастан ағой бұтым олаты қайдақ болағай дәті омықтарға ие барыта оғым соға болды. Елгінің барын кені бұл сақы жақтарын ордық бәлие тиремет ұқ әрі айтынне кістелің бар болуқтақтен өйде қағып. Оттың ие таптығын әллей
таптыан иени ден иега гимин хорибыта. Күнне суық туық үйне, көк сирем көкәрие, күн көрі, от үйне себекки тетерие, ол тәңе, күн тәңе, мен ием, эн иен, иете суық иінен ие сир ие, күндіттен күндіні, кереттен керені, көк сирем сир күнін таптығын иені, ден хорибыта, Ольга Иванова ұрытынан біліңәңі дылы тоқты сүрдәғын білдер. Элле еппите иеттен төрүллер генийдер геройдер ген. Onu kıtta keniyani kıtta emyasa bilen Betir Tabrokov iyetten törüller ulular geroydar genepbite. Çakçıta dağını bu ulu canlar tören ulatan taksıbıtların bihi kırdak bitine iyelerin kırdak bitine iyelere sürdağ kıra kaçayı barastoy ölen bihi naha ciktirgi körübet kaydak manını koğunu törüp bite boloy iyiden keyi gımmıta boloy dende. Olar erisimen Danila vetere. Ие төрөппет торғону да тояну да, ие төрөтер сыя қар күрдік ырас оғыну денетер. Олата болата оға барда бир болан кәлер бола күнсіргер оны ити бапыруға тоқты сүрдәк күзге тұрар болдыға де. Оны туық Наталья Харлампиева маннық денетер ебет. Мааныланан атақтан үйескәбет оғыттан қағандағыны қоған кейі тақсыбат ден мен олық беге әрілләқпін ден әтер. Ол күрдік иере туық бар күйіғынан күйінен оғытығыр тұғын бартын берер. Қолыбыры ол бәхет, байдар, оғылырын үшігедік тұғы бартын берен ителер ден бұғытығын ор. Туықтыры доғы, астары да соқ иелер бұ, күрбас еттерін иелер егер үңілітен үйескеп биттерін тұғынан топайеттар бары хұрыялар. Ол күрдік сақа литература тігір ие ден андастықы қоғаны амма ачығыя хұрыбыта, онны кенетер әбі ұрығын тобыққар олырдыр етіңден, ұңуық илігінен төбебіттен емерерін ден, ұрыйдақпыны бейін сұласкынан мейін қарыстыр ититер сұлытар етіңден де, олығын пайеттар иелерін амарақ істің сұғанларғар, меннегес тапталлақ тылларғар, сұластық куғалларғар, сұллыларғар мақтаналар әбет. Ите хорох пайеттар боллағаны же иебет хыллабата егінден қомайалары ме бар әбет, олата бей улатан қалбыт әбеппет ден иелері күру кенелері хыллын, күғын бағаралар әбет. Бұ жон жаңылы ден бойын халлат маннық хорид бұт әбет. Илебін атақпын сұллаппыт ириннек уолын улаттым ден кене әтер. Оны бұ дөйдітін көміскі барар бойын бол бұтын тұғынан иетегер әтер. Иеке соғытық уолым өлі ден ән ұтама ден әтер. Оға ұрған кемнергер ие ордық чугас боларын бейгі білевет оттан. Иван Гоголев әтер төніннім ән бұйқа жиғар иеккем бұрғаттан көтан ден әтер. Ол күрдік бұл бейі жалқанына ғырған олық бұтыттан оттан ұлжыр бағырыр кемегер кені осқылаңы иетегер болар болайды. Рафаэль бағақта ескейім нетер мен туспынан кухаган сурага иттаққына қомайыма ытама ден. Эбетер бұл эмем Иван Мигалкин қалланым саппағыр біткемегер иемері саңата суық меген өйдүр ден этер. Ол күрдік олаттар иелерін алғығынан күйірелер, улаталар, хайдалар, кенелер болағына улатан да баран білінен тұрар иелерін ұмныбат болақтар. Дөлін төхіннің күржен істәқтерін ары айы иелерін ақталлары, санылары өсі күйірен әреребет. Иеребет ол күрдік болағына чықылы бұрын еттіққан әті пайыттар бары ғұруялар. Ия ән бүгін мен түлбер көхіннің ден. Оны ия мен түлбіттенен қағанда сүтіме ден көрдігілер. Оттан етем Амма чыгыя, иетін тоқта сүрдәк күрдік тапталлақ маны оғыта бет, ол күрдік бәлем болға үлелі ғыртаны үлеттері маннық ден ақталар. Амма чыгыя берді бір дақапылар генес бететті. Жарай бірді өрбі көпі дипломаткалақ тәліхейін кирді, дипломаткатын аға берді даны шампанскай қостан тағарда онына үйріләқті кетті. Бүгін менейім
түрәбіті сүссіла ден өрбік көппіт бағайы бет. Онтан амматшығы беті тоғуынша састақ кейі күржағы ызбайы кейі өлірігер бестіліні иттіла әме ие дені бет. Ол күрдік кене иетін олағын тұққары қағанда ұннываттық саныр. Ол ең отты ғұрыятшылар иеға әппет мақтал тыллара бағам боллаға де. Қолы бұры бұл амматшығы еме әтер. Ие мерейдәға иеға әдір саспынан андағайабын, әк чытылбын әтебін. Әлбәқ сағын адағыян иегәйі күрджар кемнергер. Әрей әйігін ақтарғын білбәкке, әйеқі әргеллен кәлбәкке. Әйігін бұраған барамын иетер туатар боллақпына. Қаннықтан да қараңа қара түйекін боламын. Қалың үйім ұстатығар қарысты кемсіне сылжым қаныттан кыбысты кыржым ден андағар тылын етер иетігер олаты иетін кене қағында ұмны оғын тұғынан. Эти поэзияға тұн иеға иеyi араға етілдер болағына прозаға білінен тұрар ие тұғынан бұдан тәнетен хұрыялар оннаты ие оғы сығының арыялар болаға. Ол күрді қолывыра амма ашығы сасқы кемден арманығар арманы тәте ие дентен хағыланар де. Мекейті ол иеті өрітті ден. Жабу сыңғаны кәрие хүджан әнелейер бұл оға төретәрі хүджары бет. Онтан аны тұран мекейтері дәқманық туық оны ғырттаған аны қотонғы ұнақтары төрір. Манық лүгір төстігір. Оны оқаға ғарлабытына мекейті иетін декі үрбітер еті қалбарачаннан баран қотонығыр хүрен керер. Мекейті ол ұтан баран жауыз көйен қотонын декі көрбіті. Арай иеті қарачағын манын таманығы имерие етеребет. Қайы кейі тұранәрі түрір бағайытай оғын мекейтені құттатын деген. Оны мекейті тұқты сүрдәғін үргенер. Мен қаршаға сағыты бол батақпын ием оғытабын дейді. Оғықтан көлі ұла бұрдық үспіта болан оны сұрытта ден етер. Оны оғаға қоған қарақтағы қатыңыр оғынер олыр өребет. Ол оғынер етер. Нұға иең түрі әбет, ұнаң түрі әбет, сұтыр ең түріға дейір. Оны жа мекейті олчан жа бәлемнені ғыджар. Эхем түрігер бағас олы ғытым хоға ден. Күйтер әхеті түрәбет оны ұқсан жа иетіктен ұйтар. Ие, әхем қан түрігай дейір. Оны ғыйтыр көбіз. Әхе түрәбет бағайты. Үті байдар дегені күлігінен етенне ғаныр боллақтыра ден. Иннегінен жа бұл мекейті түет хастағар, бораман хағаланытығар, олығы күтті білсейті, жан сығының иетіттен білейті барды тенне хағаланыр. Оны арманын тұққары білден тұрар кене иетін күтті тұқты сүрдәк ихирек сығынаға көстері. Николай Лугинов Чыңыз қан ұяғынан ден арманығар, жа Чыңыз қан күрдік кейіні түріппет ие обырағын арыяр. Қайдақтақ күрдік бұл 12 сағыттан бағылық болын, 15 сағыттан тоққа доқыттыр бат сәрейет болын, бүтін андырдың аймауы Чыңыз қаны қайдақ етін тағар біті болуы ойжылын ағата хуақ. Очыларға ағата хуақ болу ден тұқты сүрдәғын әрік жылы болайды. Оны кені жақчы олын үйретер бет. Наға күстәк саналақ жақтар ие обырағын Николай Лугинов көрдір бетін тұғынан ұстатыя ғұрый бұтын бәға сақы сірі қағыққа тақсы бұтам. Арчылан етер иеден сұпсырдық, иеден ұппырас, иеден ан бейік, иеден ан артық, иеден соғытық, иеден бұ ұлық. Таптығын иені. Интересно вам было? Да. Давайте еще ее ученики также любят свою родную литературу, свой родной язык. И их много считают. Только считающий человек может быть в этом мире конкурентоспособным. А сейчас мы услышим очень тоже прекрасную информацию от красивой женщины, от художника. А что же наши художники говорят, оставили наследие, ведь в этом году уже наследие культуры народа уже у нас стоит на первом месте. И Александра Самсоновна Бочкарева-Иннокентьева, художник и живописец, член Союза художников России, заслуженный деятель искусств Республики Саха-Якутия, она нам сегодня расскажет образ
об образе матери в истории изобразительного искусства. Интересно? Интересно. Я думаю, что нам повезло, что среди наших матерей есть женщины многогранные. Якутская женщина, как якутский алмаз, она сверкает 65 гранями. И ведь она тверда, как алмаз, чиста, как алмаз, и красива, и надежна, как алмаз. И сегодня вот наша Александра Самсоновна нам расскажет и покажет. Жактар бар болан күнсергер туақпарта бар. Жактар бар болан ил эйя олоқтонор. Ол ихим мен жактар болбуппунан. Ине боларбунан кен туттамын. Эге меди. Жабы бие кодоһуньуктар союзтарын мен бидин кратык капсиягам. Сүрсүрбе бес ширеннәппит. Онтон бидеген хетте вон жактар үлелиреп. Кодоһуньук быгытына. Ону колобра живопись курдук яракан үләгә хүрбәккә кодоһуньук жактар бар. Графикага вонүс, скульптурага кедер. Онна театрга бес, вон искусство вет, онна народ айымнетынан прикладное искусствога хүрбә кехелелер. Кодоһуньук жакталлар бәйләре көннөрү нар красканан ду эбетер ол атын материалларынан урһуйтур жакталлар эре болбатактар. Киндер жедерин оттарын бартын көрөн, оголорун ииттен төттү оголаа кыняларга тие баалдар биякага. Колобра кодоһуньук кияка, аяр кияка. Ииттер жетин көрөр. Ол быһыгар боллагына олох туок бар республика ологор бартыгар кыттыны активны кыттыныйлар. Кини аяр бетин айымнетынан андай дуга туок боларын бартын коһуйон сөп. Бетин айымнетынан аспыт үйедерге тиен сөп, келере бет үстөн сөп. Кодоһуньук жактар үлете болоннук. Кини бетин айылгытын быһытынан. Иняган Аллах выставкалар оттон билеген эме бола тураллар. Россия моя история эме биһиги выставкабыт бола турар кодоһуньуктар кене. Оноттон бу манна бягат көрөн иһин. Мен бу билеген байымнын кыраты кырдатан ылыгам бу Николай Николаевич Иннокентьев наха чуга үлете. Иңелер диям. Көрөн кебиген. Эдеринья бу туак кини бога бәте. Онна коша бәте олоралдар. Көрөгөт бу болда картына бебетин көрдөк наха хирак истин багай сылас багай экени көрдөрөр. Ине бараксаттар дем бу. Колобра бол үле бага бара турар жет ута тураллар еген. Барта ине бар болан олок төрүр, олок өскүр, олок халканар. Дедаш бартыктар. Бу боллагына бу беге элбек оголак эме бирине бит. Слепцова Людмила Даниловна. Кен туттар живописец бит. Бу бетин оголорун кыттабы жетин хигер оңорбут картыната. Кини көннөрү иңере болбакка республика ологор улакандык активнайдык кыттар. Ол курдук беге республика бит булагын кини оңорбуту көрөн кебин. Булак автора. Слепцова Людмила Даниловна диен. Бидеген даган эти художественное училищега оголору үйрөтө хеджер. Жона дальше манды көрөн иһин, онда ким тугу итарынан кепсетен иһиппит. Бар тур башыле бете башы интерехне бай кодоһуньук кини. Аймылара барта кас бидүлете барта шедебир. Кини өксүн нар инелерге нан урухитур. Көндөрү амбастан академик болбу диңете. Мен ием үлете мен ием диен. Оронга хатар жактарын оңорор хептиге жастар. Ол гынан баран кини оңорор с такой любовью. Вы Елена Ивановна үлете Гоголева кене келди. Тиманнык арастан обарастан эме урухитулдар. Теми манна бу барар кемигер мен хека кретик коханагым ди. Хеп. Мен иңем түһәгәр олорон әрбәкпен баттачы соппаян нагыллык, наскыллык сыйылдар бехекчән рыатын истерим. Ылланар ол рыат ылыттан, уярыкы, уйулка мөхуктан, ихирак ейиге уйдаран, напнарын матыкка суланар.
Soğutuk sürəğim töpçüta. Köhüңə kömüsten kündüte. İhiyen ineversistarım. Manniyen qaraqpın simerim. Ol kemge kraçan mineykem. Jolunan toloru tığınara. Taptalga açalan da yara. Eyeni eŋerden setere. Bedigin beyemiyebin. Oğabın tühekper alabın. Kömüsper, çiçakper, tulluk var. Bedigin behege mırgatın ıldığımın. Bu baybaralak balbara diyen beytemi ayar ülehet suribit kohana. Neti toğu jaktallarga kuduhunyuk bolar yarakana biri neti yağım. Men kolabara beyem ağabani sallaqı verakın bidaren kelbitim. Onu olaqtar baka battanar kuduhunyuk jaktallar bağlar eti. Toğu de takka bu behege verakada kirer beter olaqan konkursa harbit. Men darne bastoqtağı institutka verakka kirer ber. Elbaq bay kırgıttar igen bar eti bisepte. Verakka ekkerek iskir bipit. Bu nağız studentan ekkerek is bar eti bit. Toğu de takna bu kırgıttarı olaq bu vatın bu manne kidaga höbe huaqtar diyen. Juga pattar eti. Olanna kolabara bu tarbaqqa battanar jaktallar ortaları gör. Skriptar kurduk arakan edeni bahallabıt. Vinakura Evgeniya Nikolayevna. Bursya Raisa Nikolayevna. Bağlar ite skriptar jaktar diyen ola kuratı. Onu kinder kaydakta kurduk üçügeleri oran kaldırdılar. Ondan ora hacjallar bilingen. Живописец Степцова Людмила Даниловна, Курчатова Зинаида Капитоновна, Магатырова Мария Николаевна. То батарбаққа баттанарын химинаттым нуанна. Графиктар Саргоева Залия Львовна, Арахлеева Мария Панасьевна. Это барта луа аттарди. Он искусствует Иванова Зинаида Ивановна. Колобра мен тогой гарахана иден этиахпен багарам. Даже физически гарахан. Соғыру практика хәҗәммәт краска бөтен тук бөтен барта соһам бараммат үләлер әтебезсә барта сүгән барам. Оны мен даяркалабы дигән боламын дан кыябын. Ул һәм булдагына туаккам Приморская крайга битте тупай каяны да баямбыт яһа тахсан баран. Мага һәм тагар оглар бу дөршәкәдән олар. Мен була битам багайым. Касылдан такык бар дире. Онта тахсан барамын малбын урталатыр. Олар сиддәргә. Онтан бары туран бардылар. Онта кимеретте. Кис яһана тога гаракадай диете. Мен малбын кытта яһан үрдүр олар эп. Аны дәбеләнер яһаннан көрбиттер. Онтан оян турдым. Оян турбутум буллагына малым яһана 15 киле. Краскаларым, колустам. Аны була бул доктарым, ветүнигем. Бартын тута хаҗам, улахан багай. Оны күнү бу хәлләр бол. Кастаны яһаннак бая картуаннары тута хаҗам. Ben bullana tiyordon toğuz bihen erkide yahannak. Görən kebihine. Etinni kolobra даже физически etinni выносливай болу қыннады кыя қыннады. Etine tebinite kolobra hep. Onna ti kraskalar bit qaytaqtar eteydi. Manнык kilede bankalar. Onu birenler onu hette onu bankalak. Onu bardı bahağas tekkəyə bulur bisekene öydügüt. O sekke heger simen baramın ja onto ibn mandık yedinen baran ama hicab nola. Allah barda ba. Temin ileri udan bolladı. Onu bolu kurduk bu manna etünik biten ingimte sügen barattan etükka sejar bollak bunda. Ben sakam serigin elbaq huktara garemetinlik qama hijan ülelabitim. Toğadi takına min ülebin taptыбын. Onu bol ben kene beğer yahangın ola bilinmek. Ondan bilingen qayda. Bilingen parta çepçeke. Bilingen parta süge. Bilin içe bay kübüktarda. Bilingen parta тук удобный багай. Онда билген жакталлар олок активно бу эйгеге киттилер. Эдер кыргыттар элбек байлар, наха чөйдү күледилдер. Бу минием портреты көрөн кебинди. Бу минием болдагына ия героя Агафья Егоровна Иннокентьева ден. 5 болу, 5 кихи терапите мен улаканнарабын. Мен наха кен туттабын иебинен, наха таптыбын. Инем хүрдәк чебер, хүрдәк рас туттулақ, хүрдәк үләхет. Бейгінді итәрі пекерді хиджан соло, біді пекер кихи олақ күнге бесте оларда реген боллады. Хеп олақ олы болбат. Ол хен ықсан бұл оғыларым әлбәқтер дейін, борсынан оскола дейін, он хетті хылы бұғы борсалабды.
Ол үдә дирегер аттан бихи бары мия тебестәңгә баран улахан оғлар үлеләр буллах бүттүргән соғыртык суя сотақ сомыт кәләмит дебитер хиҗар битин ебитин хинятары бит. Анны кете. Иян бараксан бу туака үчү элбә оғла кайбагын болан иннән кос сеннән иннән. Алла жолын бидилдә. Тен онна мен бидиген бир каны манна тухаян агымет. Мен бәм кене иеберен алдах ук. Мен иеберен алдах атна емнелер дахпын. Иебин олуштук таптырбын. Ахынан мен кистән ытырбын. Эрделдән эппете кабиппин. Оғотук санабар тептерен. Таптырбын серем ичәрен. Иекәм сылаштык кухара. Сүрәгім олонтан уярқан. Сүр күскә далгуя тебере. Үләтін чепчета сатамын, ортоска бұхаран верерім, баласпын ұтутан ұлдырым, ихинен тағынан сүрерім. Инеккәм, қайқабыт мечәрін, көріммен кырая көтөрім, өсі дәлбәғі сетәрі, сүрерім мечәрін көрәрі. Инеккәм мақтамыт мечәрін, істіңнік сыластық сылдырын, әрдітер сұп сыласы тіғін, билигин олуһун соқтубун. Эрделен эппетек тылларбын, оғотук ол семет тапталбын, пахаммар қоғуя тихебин, рыбар сараллыбын. Жур ден. Николай Жур. Ити эппетим курду художниктар туақ бар эгеға бартар активнеледиллер. Онна художник жақталлар ден эте бейті тұспай гелях. Уратын нарын онна олыс күстә жақталлар. Яқа бары нелерге барыгытгар туйгун доробияны хама ичуге оғылар бұт олақ әтенге хайджандар әтенге улатын әтенге жон болан, үтіе жон болан бегіні вердер ғырттыныр. Мақталы кытты. Hürmet erdirseler bular bayıq. Bu kadar yuva 5 günü göre taksıqtaq prezentasiyada. Onluk. Tan toğa hundi takka min beyem betanım ebitedi bu. Ebeter materyal bin beyem ekkereterim du. Min klubra aspeti yetten sağlabıdım. Onunla bollağına min suriyar kemmer onunla materyal bular Allah kurftuk etti. Bu elin eğer ulusların muzeylerin en keriyen, elbette bay materyalı komuyan. Anı tuğ var bu pratik kıradahan nerten en nerten ulağın tanğı oran tahari diyen mehirde uçtuk ete. Onu bulakas bildi tanğı sap maygalaşpatın diye men iti ulağın ülevin sebaybamın. Manı digine kırdır yok kabar evitti. Uru hıyan oğurbutum. Onu bollağına men toqanan oğurbupun idi. Men oğurur kemmer aspiti üyed bitti onu sıldarıgar. Sakatanga hadiyan manlık diyen olaq vaqatı. Bilagat tibi kansigerge inga qaydak tangasdak takkalların. Olayım boldam bihigi bebes sakabıt kultura ve süten erer diyen men. Ol ontar sultan sağlabidim. Onu her göksü tari, kadar kölüye nağab hatatar uruhi bıhtına kaldın diyen. Olayın etinlik diye mağalsam men. Ana uru diye mata miye. Ola katın da. Sebaybat diye mata. Nganda da ganda tihikka sorukta huwaq. Men onna manna kılgas cevol onu kelbitter manna kayabitter diyen ajas kırakalan kamayı butum onna hame ulakan miyakay tüyende kima orbute diye Stepsov Platon Alexeyevich. Kini ülete monografiyata kemelespide. Onna kindi kecik abriyadaba yegin tuğtar bardan toruyan hüddaş vedik sihirli oran. Men ondan tepteren baramın Tığınca doğuz süz. Ahu nağısıllaq qaamanna qoluştabın tilbidi. Ulaqan qoluşta 3 metre dekkileq. Onu tuğan bollağını ölelir mastes koyum karağas bolan üsvetik köstebet bir eretünlük dağıda. Olihin anı kördöhemin 2 hılınan kördöhemin ulaqan mastes koyga kösbedim. Jevol köhem baramın ülemin sağalıyыбын. Ondan etinne kelenin nebin, manna kelenin nebin. Bili abu şeydari genir bilbetim. Ite kartınabın kıttamın beyam tenge verendim, beyam tenge kahırttım. Arahına
туохтары источниктары көрдәмин. Оннатта мен мактанабын үгүр сәлбәк үтөкән жөндө кыттыбештемите картынаның туттамын. Ыйталахан, ыһыялахан. Мана кайдак мына кашә беден скорпулёрның орахатарым. Жонаттан картыны таштаганда бәя көрөк кыллады. Жамакталы кытты.